Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Сегодня в выпуске. Ко Дню добровольца состоялось первое заседание Государственной комиссии по организации празднования 30-летия добровольческого движения периода Отечественной войны народа Абхазии. Юбилейный съезд АРУА. В Сухуме прошел 10-й юбилейный съезд Республиканской общественной организации АРУА. Борьба с наркодилерами. Задержан гражданин России, у которого изъято наркотическое средство в особо крупном размере. Президент Аслан Бжаня провел заседание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщает пресс-служба главы государства, обсуждались вопросы внешней политики и обеспечения безопасности республики. Алхас Манаргия назначен на должность начальника управления по связям со средствами массовой информации администрации президента. Соответствующее распоряжение подписал президент Аслан Бжаня. 14 июня глава администрации Алхас Квициня представил коллективу нового руководителя. Вице-премьеры правительства Кристина Узгана и Владимир Делбах примут участие в 25-м международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В этом году главная тема форума – «Новый мир, новые возможности». В пленарном заседании 17 июня примет участие президент России Владимир Путин. Состоялось первое заседание Государственной комиссии по организации празднования 30-летия добровольческого движения периода Отечественной войны народа Абхазии. Обсуждались общие вопросы подготовки к праздничным мероприятиям. Советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисма Гаджинджал предложил организовать конный переход через горный перевал в Абхазию в честь памятной даты. С каждой республики может быть по 5 всадников. Это Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Осетия, Чечня, а также Донское казачество. Помимо конного перехода, по мнению Аджинджала, нужно организовать традиционные конные состязания в Лыхнашта, а на следующий день устроить скачки на Абзыбском ипподроме. Начальник архивной службы Минобороны Валериан Агума предложил наградить добровольцев нагрудными знаками в честь 30-летия добровольческого движения. Первый вице-премьер Беслан Джопу обратил внимание на необходимость решения таких вопросов, как размещение и питание гостей. Депутат парламента Леонид Лакербая напомнил о том, что уже 10 лет обсуждается вопрос установки памятника добровольцам. Мэр Сухума Беслан Эшба предложил провести торжественный концерт в Государственной филармонии. По итогам заседания Беслан Джопа поручил Министерству культуры подготовить дорожную карту мероприятий, которые будут проходить с 13 по 17 августа. Мы все здесь присутствующие знаем значимость этого праздника, этого памятных дней. Мы все участники тех событий 30-летней давности, когда буквально на второй день агрессии госсоветовских войск в Абхазии, военных действий, на второй день буквально к нам уже проезжали добровольцы по зову сердца Северного Кавказа, с юга России, с городов России, с дальнего зарубежья, Турции, Сирии. Помогли нам даже не только в самые тяжелые дни, наверное, в истории Абхазии, когда не только независимость и свобода была под угрозой, а исчезновение самого народа Абхазии. И поэтому мы должны с вами вместе выработать мероприятия для проведения памятных дней. Задержан гражданин России, у которого изъято наркотическое средство в особо крупном размере. Все подробности в материале пресс-службы МВД. В результате совместной работы сотрудников УКОН МВД Республики и сотрудников СГБ задержан гражданин Российской Федерации Буриев Сабирхон Сайдулоевич, 2000 года рождения, временно проживающий в городе Сухум. Последний в установленном законом порядке был припровожден в служебное помещение МВД для проведения процедуры личного досмотра. Гражданин Буриев, вам задается вопрос, хранится ли у вас что-либо запрещенное в гражданском обороте Республики Абхазии? Да, хранятся. Хранятся? Что именно? Наркотические вещества. Часть наркотического средства, расфасованного в 8 полиэтиленовых свертков, Буриев незаконно хранил при себе во внутреннем кармане носимой куртки до момента обнаружения и изъятия в ходе его личного досмотра. При вскрытии вещество светлого цвета. С какой целью вы храните данные свертки с наркотическим веществом?
с целью разложить их по городу Сухум. То есть вы имеете в виду осуществить тайные закладки? Да. За осуществление тайных закладок какое денежное вознаграждение вы должны были получить? 10 тысяч. 10 тысяч рублей. Все обнаруженное сотрудниками милиции было изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Республики Абхазия. В одном из отсеков рюкзака мы обнаружили полиэтиленовый пакет, внутри которого гражданин Буриев, поясните, пожалуйста, с какой целью вы храните при себе вот данные весы и полиэтиленовые пакеты? Чтобы положить туда наркотические вещества и распространить. В ходе проведенных дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанного последний пояснил, что приехал на территорию Республики Абхазия с целью распространения наркотика путем так называемых тайных закладок и готов указать на их места. Выездом следственно-оперативной группы на участок местности, указанного гражданином Буриевым, а именно по улице Университетская в городе Сухум, сотрудниками милиции были обнаружены уже готовые к реализации закладки с наркотическим средством, которые не дошли до адресата. Граждане понятые, обратите внимание, рассматривается вещество светлого цвета. Содержимым данного свертка что является? Наркотическое вещество. Согласно справке эксперта экспертно-криминалистического центра МВД Республики, общая масса изъятого наркотического средства мефедрон составила свыше 50 грамм. Сабирхону Буриеву вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере. В отношении гражданина Буриева судом города Сухум избрана мера пресечения, арест. Расследование проводит Следственное управление МВД Республики Абхазия. На абхазо-российской границе российскими таможенниками задержан наркокурьер. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, задержан 42-летний житель Абхазии. Мужчина следовал по зеленому коридору пешеходной составляющей поста. С целью отработки оперативной информации о возможном незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу было принято решение о проведении личного досмотра. Понимая безвыходность ситуации, гражданин добровольно достал из кармана куртки сверток с наркотиком, которая, как определила экспертиза, оказалась кокаином массой 0,95 граммов. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков. Работники органов прокуратуры Абхазии и Южной Осетии завершили обучение в университете прокуратуры Российской Федерации. Им вручены удостоверения о повышении квалификации, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Слушатели выразили особую признательность работникам Генеральной прокуратуры России и руководству университета за предоставленную возможность, интересные и профессиональные учебные мероприятия, доброжелательную атмосферу. В Сухуме прошел 10-й юбилейный съезд АРУА. В повестке съезда отчетный доклад председателя Тимура Гулия, ротация Высшего совета и обсуждение общественно-политической ситуации в стране. Подробности в репортаже Лауры Капш. Утвердив повестку дня, избрав мандатную и ревизионную комиссии, общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА открыла 10-й юбилейный съезд. В этом году исполнилось 15 лет со дня создания организации, и по этому случаю было зачитано послание первого президента Абхазии Владислава Ардзенба участникам первого съезда АРУА. Во многом благодаря вашим усилиям Абхазия отстояла свободу и независимость и выстояла в суровые послевоенные годы. Абхазия нуждается в активной гражданской позиции участников освободительной войны. Вы являетесь связующим звеном между ребятами, сложившими голову за свободу Абхазии, и новыми поколениями, которым предстоит продолжить строительство нашего независимого государства. Именно на вас лежит основная ответственность в воспитании молодежи, способной постоять за Абхазию. С юбилеем общественную организацию поздравили председатель АНД Адгур Ардзенба и руководитель политической партии ФНА Аслан Барцец. Надо отметить, что в те сложные периоды нашей истории и во время войны, и в послевоенный период ветераны всегда имели очень значимый вес в обществе и в политических событиях. Я надеюсь, что и в дальнейшем
Но тут, к сожалению, надо сказать, не думаю, что ждут нас легкие времена, но и в дальнейшем, что также с честью, с достоинством и ветеранская организация АРУА, и все ветераны проявят себя как во время войны с лучшей стороны. Сегодня на съезде АРУА хотелось бы отметить фундаментальность завоеваний наших граждан. 30 лет назад наш народ со своим лидером встал на путь возрождения абхазской государственности и добился своей цели. Однако нам не стоит воспринимать это как данность, и что никаких угроз нашей государственности не существует. Сегодня стало очевидно, что привычные миру границы многих государств вполне вероятно изменятся в ближайшее время, а ряд стран, возможно, и вовсе перестанут существовать. Проведя анализ, почему это происходит с ними, можно прийти к вполне определенному выводу, что в первую очередь это неэффективное управление государством, высокая степень коррупции, торговля национальными интересами элитами этих стран. С основным докладом и отчетом о проделанной работе за 2 года выступил руководитель АРУА Тимур Гулия. В этих сложных условиях более полугода АРУА была единственной оппозиционной силой, которая выступала с критикой власти. Мы несколько раз встречались с президентом и старались создать платформу для обсуждения и решения проблем, но не нашли понимания по большинству вопросов, связанных с государственным устройством, проведением реформ, изменением системы выборов и так далее. Любая оппозиция стремится к власти, но мы отвергаем формулу «власть ради власти». Это не соответствует нашим принципам. Власть должна защищать интересы всего народа и государства. Один из вопросов повестки съезда касался общественно-политической ситуации в стране. Свое мнение озвучили члены Высшего совета АРУА Ахрабжаня, Азамат Дванбах и Надума. В рамках съезда также была проведена ротация Высшего совета организации. Избраны новые члены и подтверждены полномочия председателя Тимура Гулия еще на 2 года. В завершении съезда Тимур Гулия зачитал резолюцию. Первое. Опыт 30 лет государственности показал необходимость проведения масштабной политической реформы. Суперпрезидентская система власти изжила себя и нуждается в замене на парламентскую или смешанную парламентско-президентскую форму правления с перераспределением соответствующих полномочий между ветвями власти, укреплением партийной системы и обретением судебной властью реальной независимости. Считаем необходимым предложить обществу проведение общенационального референдума. По этому вопросу готовы выступить его инициаторами в Народное собрание парламента Республики Абхазия. Второе. В связи со сложной международной и региональной обстановкой предлагаем президенту Республики Абхазия инициировать реформу вооруженных сил Республики Абхазия с целью повышения их эффективности, технологического и технического оснащения, а также уровня материального обеспечения военнослужащих и социальных гарантий их семьям. Готовы поддержать связанные с этим законодательные, организационные и бюджетные мероприятия. Третье. Предлагаем Народному собранию парламента Абхазии принять в окончательном чтении закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Вопрос социального статуса соответствующего заслугам наших ветеранов является одной из важнейших идеологических задач общества. Четвертое. Перечисленное необходимо сделать в будущем, но мы живем в настоящем и на себе ощущаем ежедневное ухудшение качества жизни. В резолюции также прозвучала критика правительства, идея создания общественного телевидения и некоторые другие вопросы. Лаура Капш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.
Детский театр «Танцы Ваураща» из Гудауты взял гран-при и 2 первых места на фестивале «Кремлевские звезды», сообщает «Спутник» со ссылкой на заместителя руководителя коллектива Джульетту Шамба. Ансамбль представил абхазские молодежные переплясы и танец абхазских махаджиров. В конкурсе фестиваля «Кремлевские звезды» участвовало около 50 коллективов. За главный приз события гран-при юные танцоры из Гудауты получили денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Руководит танцевальным коллективом «Аураща» народный артист Абхазии Карачаево-Черкесии Валерий Таня. Летом этого года в Абхазии планируется провести соревнования по хай-дайвингу. Проведение крупного международного спортивного мероприятия обсудили председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз, заместитель председателя Общероссийского союза работников физкультуры, спорта и туризма Константин Бочарников и президент Федерации хай-дайвинга России Андрей Канунов. Как сообщается на сайте Госкомспорта, турнир планируется провести в июле при сотрудничестве Минспорта России, Госкомитета по делам молодежи и спорту и МИДа Абхазии, Федерации хай-дайвинга России, корпорации «Синергия» и Русского дома в Сухуме. Сотрудник Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Камук Габрава выиграл грант на реализацию своего проекта по итогам конкурса Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, сообщает сайт Госкомитета по делам молодежи и спорту. Камук представил на конкурс проект «Международный молодежный образовательный форум «Вместе создавая будущее». Выигранная сумма на реализацию проекта составляет 300 тысяч рублей. Презентация проекта прошла 12 июня на площадке Международного молодежного форума «Евразия Глобал» в Оренбурге. Результаты конкурса были объявлены 13 июня на официальном сайте, на официальном закрытии форума. Проект Камуга Габрава направлен на налаживание связей, контактов и обмена опытом между молодежью России, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик и Южной Осетии. Проект будет реализован осенью 2022 года в Абхазии и объединит молодых лидеров и активистов из 5 стран. Финансовую поддержку окажет Государственный комитет по делам молодежи и спорту. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 15 июня на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами туман. Температура воздуха ночью 15-20, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.